Лариса Юрьевна, в нашей республике начал работу Комитет молодежи, Комитет по делам молодежи. Где можно узнать о главных направлениях его работы? Что в плане Года молодежи? Вопрос поступил из Кайгородского района. Комитет по делам молодежи прежде всего призван решать вопросы молодежной политики в регионе. Это вопросы активного вовлечения молодежи в социально-экономическую жизнь республики и поддержка молодежных и детских объединений. В Год молодежи в республике предусмотрен план мероприятий, состоящий более чем из 100 позиций. Надо отметить, что это позиции, мероприятия касаются разных направлений. Это и патриотизм, это и традиции, здоровый образ жизни, поддержка молодежных инициатив, добровольчество. Надо отметить, об этом уже много говорилось, но я еще раз повторю, что наша республика стала победителем в конкурсе, в федеральном конкурсе на получение субсидии на реализацию мероприятий, программы по комплексному развитию «Регион для молодежи». И в результате чего мы получим финансирование из федерального бюджета в объеме 135,5 миллионов рублей. Эти средства будут направлены как на инфраструктурные мероприятия, информационную политику в области молодежного движения, так и на образовательные мероприятия. Так, например, за счет финансирования из федерального бюджета предусмотрено создание в Сыктывкаре пространства для молодежи. Предусмотрены ремонтные мероприятия в домах молодежи в Ухте и в Усинске, а также ряд мероприятий в муниципалитетах, которые в софинансировании с федерального позволит эту реализацию этих мероприятий софинансирование из федерального бюджета. Я остановлюсь на нескольких из них, на мой взгляд, одних из самых интересных. Но прежде всего, это мероприятие, которое прошло уже в минувшие выходные. Это военно-исторические реконструкции сражений в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Прошли эти мероприятия в Усть-Цильме. Кроме того, планируется спортивно-творческий фестиваль в Печоре, Печорские игрища, который направлен на вовлечение работающей молодежи в это мероприятие. В Ухте будет проходить форум молодых семей. Кроме того, в Усинске проводится традиционно тренинг-марафон «Энергия молодых». То есть вот такие... А еще хотела бы добавить фестиваль рок, фолк, кавер-музыки «Сосны» в Сосногорске. Комитет по молодежной политике будет выступать организатором и соорганизатором данных мероприятий. Участие в этой программе позволило как запланировать совершенно новые мероприятия в республике, так и обновить какие-то традиционно уже проводимые в нашей республике. Так, например, конкурс «Лучший призывник республики Коми», который проводится уже в течение нескольких лет в республике. Ранее в нем участвовали по одному представителю из каждого муниципалитета. Сейчас у нас предоставляется возможность расширить участие, позволит участвовать уже большему количеству представителей от муниципалитетов, позволит обновить обмундирование, экипировку этого конкурса. Кроме того, хочется сказать, что за счет участия в федеральной программе мы планируем масштабировать на всю республику марафон, тренинг «Энергия молодых», который показал себя как один из лучших проектов вовлечения работающей молодежи в молодежную политику, в государственную молодежную политику. Впервые в республике будет проводиться форум молодых государственных служащих. Это тоже интересное мероприятие,
после которого ожидается, что в наших органах власти и в муниципалитетах появятся люди, носители ценностей молодежной политики в регионе. Я думаю, что эти интересные мероприятия, которые предусмотрены программой мероприятий молодежной политики в республике, привлекут молодых людей, каждый из них сможет найти для себя что-то интересное и обязательно поучаствует в каком-то из мероприятий, либо там в нескольких мероприятий. А более полную информацию об этих планах можно получить на официальном сайте Комитета по молодежной политике и на страничке «Молодежь.коми» ВКонтакте.